Мероприятие последнее, участников 6, именно поэтому и последнее, потому что народ как-то к спорту стал относиться по-другому, то есть кто-то не может, кто-то не хочет. Последние годы делаем мероприятия, у нас участников 12-15 экипажей. Ты убиваешь на это очень много времени для того, чтобы подготовить данную трассу, а люди не приезжают. Не приезжают, соответственно, нет смысла начать делать дальше. Будем придумать что-нибудь новое для того, чтобы подтянуть новых участников, новые интересы появились. Может быть, приелось все-таки, это мы уже 10-й год подряд делаем мероприятия. Вот. Народ, может быть, устал от одного и того же. Будем придумать что-то новое. А как сегодня трасса для участников? Какой сложности? Я думаю, что... даже не думаю, я знаю, что трасса по планам жестковатая. То есть мы ее сделали, чтобы народ запомнил последние две года, кто были, чтобы потом говорили о том, что там трасса была хорошая, что у кого-то там закралась какая-нибудь нотка зависти, что не поехали. То есть она пролегает не только по лесополосе, но и, как здесь видим, по таким оврагам. Ну, сюда мы их участников, имеется в виду, приводим осознанно. Они приходят сюда в определенный промежуток времени, только для того, чтобы можно было посмотреть, как они работают в команде, как вообще это интересно. А данный участок, он такой очень интересен своей пересеченной местностью, перекопанной, причем искусственно сделанной. Мы не сами копали, нашли такой карьерчик. В этом карьере посмотрим, как надо будет ковыряться. А вообще, в принципе, хороший результат показывает? Да, все справляются? Скажем так, новичкам сложно, профессионалам в последнее время стало легко. То есть ты делаешь трассу среднюю с расчетом и на новичков, и на стариков. Вот. И те, кто ездит уже давно, очень чувствуется прогресс. Именно потому, с какой скоростью преодолеваются препятствия, способы, с которыми преодолеваются. Работа штурманов, там всего очень много этих моментов. И эти моменты, они прогрессируют именно в лучшую сторону. Ребята смело выезжают в регионы и занимают призовые места. Это клево. Ну и я думаю, что вот наши мероприятия, которые мы проводим, и проводят наши коллеги, они позволяют людям научиться ездить на автомобиле, на полноприводном. Наверное, лучше и проще учиться именно в формате соревнования, потому что ты всегда понимаешь, даже если ты застрял, тебя всегда вытащат, ты в препятствия лезешь осознанно, знаешь, что ты сейчас будешь ковыряться, там, пачкаться и так далее.